Кори даргы закондатта горганы боканга косты фастивжител налавард парламенту видео студия Джиот Валентина Уезархурс. Кори даргы закондатта горганануд эндыгт косты графи. Комитет работата президиум фасадар сессии дуа работа растажи парламентаритан бантыс видарканын корд вазыкжина манаманqaq форстата. Патсахадун гимнезалта якус трайдетта эвдам сессии фетсаграбат. Патсахады саглаг инициатива равдыста фазыгу сессии фетсаграбаты сармагунд хайдрайзен тахай. Цай фастиваганын бузнежин хастазахта парламент сардар гаситы Петр. Мы посчитали необходимым принять участие в работе первого заседания осенней сессии парламента. Ваше присутствие здесь ярко показывает, что концепция о полном взаимодействии этой власти остается не только на бумаге, а претворяется в жизнь. Я благодарен также вам за то, что вы прибыли сюда с очень приятной миссией, которая свидетельствует о вашем уважении к парламенту. Сессии костебон фатк свидар канен разма президент Библтанатол Иран хаскутта депутатон корпус раз. Лэмбенэгер зыртат салдар мэдаргызын цыбанты саразын үдәттіл. Зага адам харзабунан кусын қомуанайы мягнесан, вад нентістеті дар үдесті цәстөнге. Адам уқтаря кәнә гурган тайцы домен цуэю растаг ахасса проблемата. Әмі қома аты құттажы семавам іргум. В первую очередь, конечно, поздравляю вас с началом очередной сессии парламента Республики Южная Осетия. Как подчеркнул председатель парламента, концепция, которая была изначально заложена, когда избрался 6-й созыв парламента, он остается прежним, и это радует, это полное взаимодействие ветвей власти, исполнительной, законодательной, судебной власти. И это не может не радовать. Мы все прекрасно помним, какие баталии у нас здесь в зале разворачивались иногда. Какое отношение, в принципе, было к парламенту, к депутатам. И я думаю, что необходимо все это оставить в прошлом, необходимо переходить на работу, которая позволит всем ветвям власти работать в конструктиве, работать во благо народа, работать для того, чтобы каждый, выполняя свои обязанности, будет это депутат парламента, будет это президент, будут это министры или судьи Верховного суда Республики Южная Осетия, эта работа должна, еще раз подчеркиваю, быть направлена на улучшение благополучия людей. Действительно, чего люди всегда ожидали от руководителей любого ранга и любого уровня, это справедливого отношения к проблемам, которые есть в принципе в любом обществе, но они у нас в Южной Осетии, эти проблемы в большей степени они ярко выражены. К сожалению, мы сегодня имеем, что к тем проблемам относится и строительство жилья, которое было прекращено. Я не раз заявлял, что все дома, которые были разрушены, повреждены во время войны 2008 года, они обязательно будут отремонтированы, сделаны. Причем они будут сделаны именно за средства Южной Осетии, собственных доходов. Это мы можем, мы это сделаем. Очень много проблем. В то же самое время касающееся жилья, это и замена крови людям, опять-таки, которые пострадали во время войны. Очень много проблем, конечно, с рабочими местами. Очень много проблем и с реализацией программ, которые есть, которые можно решить только мобилизовав внутренние ресурсы Республики Южная Осетия, финансовые ресурсы, увеличить бюджет государства. Для понимания, на сегодняшний день та планка, которая была задана с начала работы меня как президента Южной Осетии, о том, что государственные внутренние доходы республики должны подняться до уровня 1 миллиарда. Сейчас смело можно сказать, что этот рубеж мы достигли. Думаю, что не миллиарда, а за миллиард уже как бы перевалим.
это не может не радовать. Почему? Потому что мы знаем, какая огромная помощь оказывается Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что инвестиционная программа направлена на конкретные объекты. Я могу сказать, что в принципе, как и раньше говорил, могу сказать, что инвестпрограмма это и строительство по этой инвестпрограмме это достижение или это относится к той категории выполнения бюджета, которая является помощью Российской Федерации, но ни в коем случае не достижением нашим, как руководство республики. Это достижение Российской Федерации, за что, конечно, мы все, народ Республики Южная Осетия, благодарен. Если мы сделаем так, чтобы именно благодаря нашим доходам будут создаваться и реализовываться программы уже по собственным ресурсам, собственной бюджетной сфере, программы и социальные, программы и развития экономики, то можно сказать, что общество, юго-осетинское общество начало движение вперед. Что касается, в общем-то, работы парламента, значит, могу вас заверить, что с 1 января 2018 года парламент перейдет на профессиональную основу. Финансовые средства, которые необходимы для обеспечения этого формата работы парламента, они уже предусмотрены. Бюджетом они заложены в бюджет на следующий год, который, я думаю, что до 15 ноября поступит в парламент на рассмотрение. Это уже решенный вопрос. Что касается закона, который мы приняли по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства, тоже финансовые средства мы искали, тоже заложено в бюджет на следующий год, на 2018 год. Эта сумма составит 20 миллионов рублей. Уже, подчеркиваю, исходя из бюджета в 1 миллиард рублей. Вы все прекрасно знаете, что в законе прописано не менее 2% дохода собственного бюджета, не менее 2%, это как раз 2%, которые суммарно выражаются в 20 миллионах. В этом году будет повышение заработной платы, причем это повышение коснется наших учителей, врачей, и это повышение, оно будет с 1 января 2017 года. То есть с 1 января 2017 года будут сделаны перерасчеты, и за этот период времени наши люди уже получат и те деньги, которые им предназначаются с января 2017 года, и в дальнейшем, конечно, это повышение, оно будет уже, люди это будут получать. Считаю, что это определенное достижение, это минимальное, что мы пока смогли сделать, но, конечно, это будет наращиваться. В 2018 году тоже планируется повышение зарплат, причем, если это будет касаться государственной службы, то повышение зарплат коснется звена ниже замминистра. То есть мы все говорим и говорили, что министры получают большую зарплату. Я всегда с этим соглашался, но я был против для того, чтобы уменьшали зарплаты. Я сторонник того, чтобы сотрудники министерств и ведомств, что их зарплаты повышались к уровню начальствующего состава, а не понижать финансовые доходы этих лиц до уровня работников. Я все-таки считаю, что мы должны идти на повышение, увеличение, а не снижение. Я думаю, что эту точку зрения каждый из вас со мной разделяет. Что касается судебной реформы, которую тоже очень много баталий вызвала, в свое время
причем абсолютно все понимали, что эту реформу необходимо довести до конца. Реформа, в принципе, как вы знаете, началась еще в 2015 году, в мае месяце, насколько я помню. И эта реформа тоже практически все законы, я так понимаю, уже направлены в парламент, рассматриваются. И я думаю, что на этой сессии или на следующей сессии уже механизм, как бы он понятен, но когда это будет происходить, это уже вы будете решать, уважаемые депутаты. Я думаю, что это не заставит себя долго ждать для того, чтобы уже в этой системе тоже определенно был порядок и не было таких, скажем так, передряг, что ли, в связи с этой реформой. Что касается инвестпрограммы, которая сегодня проходит и реализуется на территории Южной Осетии, хочу вам сказать, что практически, если у нас до этого времени исполнение инвестпрограммы было около 20-30%, как вы помните, то на сегодняшний день мы полны уверенности, что инвестпрограмма будет выполнена как минимум на 85%. Պատսաղատը սալավակ մակցին սվերտա պարլամենտը մախիցադը խասկնակ ստրուկտուրատım կուսկաննոды fədildər. Zagazaq undəttəq orqanı rəssəbəkəngə kustəfədil qoma dzab dəttəqoy ministrattamə vedamsatı quxtarıya kəncətəyi umiyagay. Bərnzinat al kəməndəru iyu əmə bakəngə kustə bərəkkənəntəy fars цəvzistə əmxuzunay. Как глава исполнительной власти я намерен работать с парламентом в полном взаимодействии. Сегодня уже готовится госпрограммы, которые вам будут представлены на рассмотрение. Это, как мы знаем, положено по Конституции, положено по тем законам, по которым мы живем здесь, в Республике Южной Осетия. То есть, фактически мы вот эту хаотичную какую-то составляющую работы исполнительной власти мы должны привести в рамки те, которые, опять-таки подчеркиваю, которые определены законом. Я уже разговаривал с Петром Леонидовичем по поводу того, что надо внести изменения и в закон о правительстве. Я лично был против того, чтобы министры не отчитывались перед депутатами. И сейчас я обращаюсь к вам. Мы подготовим, или вы можете сами подготовить, тут уже без разницы, чтобы пункт, где министр не должен отчитываться перед депутатами, его изменить. Каждый министр обязан отчитываться перед народными избранниками. Это должно быть обязанностью каждого министра, в том числе и представителя правительства. Мы эти вопросы обязательно урегулируем, чтобы у нас не получалось, что вот исполнительная власть решает все, а законодательная власть на эти процессы не может влиять. Этого не будет. Պատսախադը սալավագերանը խասը ախս կաճը միսիմը, արաջը բավստակ օրդու կազը ծայֆասիվական խորզախտակ բակոտա պարլամենտը կամիտետəm ապարատը կուշետայի ծալդարը. Республика Хуссар Ирестун законодательную систему фидар каненама профессионалун архайдета хай Республика Хуссар Ирестун катчин юристунум лавердерцет закон зинат законодательную мабинату хадразамнат федер парламентун комитет сардар куцталисян. Республика Хуссар Ирестун финансон экономикун архайде мадаргвати насты даргат саскумжин кусета хай Республика Хуссар Ирестун катчин экономистунум лавердерцет парламентун комитет консультант Устата Ханжиран. Республика Хуссар Ирестун законодательную систему сазинга хай бавардета хай хорзахчи нерцедесте социалун Mananizinat qaqqanot fədil parlamentun komiteti sərdar Qozun Talan, parlamenti deputatda Bəzzatı Vadim Çilaxsatı Georgi Tuatalan məxabilti İlya. Patsaxadı Sağlavacı Uqazay Respublika Xussar Restunu Patsaxadı Maydan Təyma Xorzaxçı nirçədəstə parlamenti aparatı çaldar kusəcədər. Və donıxsan parlamenti aparatı quxtarıyəkkənək ciqqayt Andrey, avtama parlamenti upravleniye əmə xayatlı bərdun kuşədə. Qəbəratı Zema, Gocecatı Qultamzə, Qobostelyana, Ciyotı Alyona, Siyuqatılyana məndərtə. Պատսախադը սալակ խուրսվանդիակտա զաղտը ալկամանդարը məsəni վզբովարտա դարտարար կայուձեսը սակուստը սասկում ջնեմա ֆաստիուակջին. Դարտար պարլամենտարիտա սվիդար կոտոյ սեսի բունը ֆատկ ավտ ֆարստա խաստրցդ ունավվəmə.
Ֆցակ Ռեսպուբլիկա խուսար իրստունը մդանից կադամու Ռեսպուբլիկա տխսան բաֆստ կոնդ բadzır սրատիֆիկացի կանեն զակոնը պրայիկտ։ Պրոֆիլոն կամիտետը մադմագասկա բadzır դիետախը բոցավնայ դուա պատսախատար սախասытар азынканзысты алкаце сфера эдер. Уважаемый президент, уважаемые депутаты, сегодня на ваше рассмотрение представляется закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Южная Осетия и Донецкой Народной Республикой, которая была подписана в городе Донецк 11 мая сего года. Как я говорил вчера и на президиуме, не боюсь сегодня сказать, повторить эти слова, мы, депутаты, имеем непосредственное отношение к признанию Донецкой Народной Республики, так как 3 года назад именно депутаты Верховного Совета тогда Донецкой Народной Республики обратились к нам в парламент, и депутаты предыдущие, наши коллеги этого созыва, поддержали это обращение, и после этого президент Республики Южная Осетия признал Донецкую Народную Республику. Хочется отметить, что непосредственно вот этот договор был подписан ныне действующим президентом Антоном Ильичем Биловым в городе Донецке в мае этого года. Договор является базовым документом и определяет наши государственные отношения и выводит их на более качественный новый уровень. Это касается и развития туризма, это касается и экономических связей, это касается и оборонной безопасности, это касается и каких-то наших взаимоотношений различных экологических и других катастроф. Нужно говорить и говорить, но могу сказать, что наше желание, скорее всего, и депутатский корпус поддержит это решение, и обращаюсь к вам поддержать и проголосовать за данный закон, за данное решение. Фарстар այստա պարլամենտարի թերազեցինատ։ Պրեզիդենտը բովդս մագասկե բնոթայր աստգերոս դարսարի բորգունդերսը դուալ դարտար խունդունը սարդար խոգաթի իլունա։ Պրոֆիլոն կամիտետը սարդար կուստալիսակոտ բանսան գոտաու մագասկե ացը ֆանդուն ռասıt խոգաթի իլունը են яхիցայ։ Կադ եկոստեմ խոդի կաբրը մայֆաուտ կանուаттар։ Квалификационная коллегия одобрила решение Илоны Адмировны об освобождении от должности по собственному желанию. Напоминаю вам, что срок ее полномочий заканчивается в декабре месяце. Илона Адмировна приняла решение уйти немного раньше. Нам видится, что президент не стал препятствовать, поскольку представление мы сегодня с вами рассматриваем. В этой связи был проведен комитет, где данное представление рассматривалось, и единогласно все мы приняли это решение, мы вынесли данный вопрос с положительным заключением на президиум, и сегодня обсуждаем на сессии. Илона Адмировна посетила нашу сессию, поэтому если есть к ней какие-либо вопросы, то, я думаю, она не откажет. А что касается работы комитета, то мы все провели в строгом соответствии с регламентом. Мы просим вас одобрить представление президента. Многие решения отдельных людей, организаций, они излишне политизируются. Я с Илоной Адмировной разговаривал, никакой политической подоплеки в этом решении ни со стороны Илоны Адмировны, ни со стороны президента нет и быть не может. Решение, которое для себя приняла Илона Адмировна, это ее решение. Более того, чтобы вот эти домыслы оставить где-то в стороне, хочу сказать, что я к ней обращался во время нашей беседы, чтобы мы дождались, когда все эти реформы пройдут, чтобы Верховный суд работал. Но решение принято, и в любом случае излишне политизировать это решение не стоит. Закон зина закон датына дмабнатту хадразам над федерал парламентун комитет мара исмара хаставал дар тархундун федерал конституцион закон мабахаска ивензинатта. Вдунан санисану арбитражун мавал дар тархундун структурун скунцвидар кананима. Реформа, о которой мы долго говорим, она началась еще в 2014 году, и был принят конституционный закон высшего парламента, в который мы сейчас вносим изменения. Однако с приходом депутатского корпуса в 2014 году нами были отмечены некие несоответствия той реформе, которая была, и тем целям, которые преследовались в связи с принятием данного конституционного закона. В этой связи мы разработали свой законопроект, и долгое время его обсуждали, выносили на президиум. На сегодняшний день были внесены небольшие
Хотя, на мой взгляд, и в принципе и существенные, наверное, моменты. Это касательно той логистики действий, которую нужно проводить для того, чтобы до конца года данная реформа завершилась, и социальных гарантий судей, которые были избраны на 5-летний срок, но вместе с тем свой срок в силу судебной реформы не доработали. Именно поэтому им заработная плата до конца вот этой 5-летки и стаж работы будут засчитываться, в силу чего они как раз будут освобождаться в связи с достижением вот этого срока. Обращаю ваше внимание, что, естественно, данный закон будет носить финансовые затраты, но получается так, что, к сожалению, мы не знаем, о каких финансах идет сейчас речь, поскольку мы не знаем, в каком количестве обновится, на сколько процентов обновится Верховный суд, и на сколько процентов обновится арбитражный суд, то есть кто именно будет получать эти социальные гарантии, поэтому точную цифру назвать не могу. Тем не менее, мы получили, Роман раздали, да, мы получили финансовое заключение на обоснование наше, которое было представлено по расчетам Верховного суда, и Аза Константиновна, она готова к этим цифрам. Естественно, уже исходя из того, с какими представлениями мы будем сталкиваться, эти изменения в бюджет будут вноситься в режиме реального времени, поскольку именно таким образом может это произойти. Филдар қаластай валдар тархундун фадылзагуны проект мабавдыскун дивензинетта истерцедесте. Сессии радон фарста лалete залина юстиции министресны сангунд кэрсе думагаске растаге раздар тархун генджете квалификацион калеги скундей сари борканен фадыл. Эма атсы бинатмесны санканын гуджицаты гултамзе. Парламенте депутата атсы фарста фадыл равдысту июмияк разыцинат. Юстиции министрады бавдыс магаске ивензинетта бахаставд об исполнительном производстве фадылзагуны проект мадар. Удумбира барцай бандавдысы тархундуны пристав текустагадыл. Уважаемые коллеги, о деятельности судебных приставов можно говорить много, и зачастую мы сталкиваемся с теми нормами, которые требуют усовершенствования для того, чтобы судебные решения находили свое отражение в действительности. То есть мы видели не только принятые судом решения, но при этом еще и исполненные судом решения. Поэтому зачастую именно исполнительное производство вызывает у наших граждан ряд вопросов. В этой связи данные изменения, которые предлагаются Министерством юстиции, направлены на усовершенствование и при этом еще и гармонизацию законодательства с Российской Федерацией, потому что те изменения, которые мы сегодня с вами рассматриваем, они нашли отражение в законодательстве Российской Федерации. Обращаю ваше внимание, что все сопроводительные документы, необходимые для принятия данного законопроекта, имеются. Все необходимые процедурные моменты законопроект прошел. Бохаска ивензината истерцедесте июмияк қаласып барстай. Кудзунам дасам октябры уағдырцыд республикум политикум парти иугун дирестуны энерадо съезд. Ун рахаставд фандун депутат тасуйты Димитран отзив саразыны фадыл. Сезд дуэнкта эргум қаласып барсы фестиваган июмиягай раздинад равдыстуй ацы фандыл. Сезд рахаскаунафа эрвестерцыд парламент мама централу невзоран камисма. Нер сессии хитсан фарставд парламент депутат тасуйты Димитр растагай раздар я депутатун хастай сари барканын фадыл. Ацы фарста парламентарита хустарма бавдыста мандатун камисы сардар бекуйты Геннадий. В парламент поступило письмо Центрального комитета Республиканской политической партии «Единая Осетия» о отзыве депутата парламента Республики Южная Осетия Тасуева Дмитрия Николаевича. В связи с чем прошло заседание мандатной комиссии парламента Республики Южная Осетия. Мандатная комиссия большинством голосов проголосовала о вынесении данного вопроса на президиум парламента Республики Южная Осетия. Прошло заседание президиума парламента, где опять-таки же большинством голосов вопрос был вынесен на заседание сессии парламента. Выношу на суд парламента вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата парламента Республики Южная Осетия 6-го созыва Тасуева Дмитрия Николаевича. Фарштай федеран хаскуту хитсан депутата ветсен мәцэ Чилахсата Владимир. Уй энгас оттагыл банныматта ядалбарвак партий. Козонты аланы федел сена вангцинат куевдестуюй. Заргават парламент са партиин цуйна болавет. Зарга вахсрастажи фаршта радухат бавдистесте парламента кустарна. Напорте депутат, махал стан парламент, стан мах саз депутатай. Маю депутат Козонов, Алан Тудорович. Я хаста не хаст кота, маха напорте хаста.
من مختار سيزدم دقيت خي سيستم من يفرست أبو مخر خاصة مرة دبيت خي شمية مخ بايفم ومن ما مخ نپارتیز بیره جب خودم بیره اوپیت ندم سپیشالیسته شما بیبم پر باشه من دکتر نپارتی خبرت کنی پارلمانته و ما ایده پارلمانت خبرت نفر ما آدم خبرت کنی و من مخم دیس پریچینا مثلا خیر خواستم من نه ابو شرط خیر نرخواستاد И при всем желании мандатная комиссия не успела бы его рассмотреть. Никакого абсолютно препятствия для рассмотрения этого дела на следующей сессии не будет. Я вам обещаю сегодня же передать ваше письмо в мандатную комиссию, после заседания она его представить в президиум, и мы вынесем его на сессию. Форшта қаласканын ілсіверіні ағуымар, оны қаскута тасуйты Димитр Яхадагдар. Если у вас причина лишь в том, что я высказал отличное от партии мнение, то я считаю, что это не основание для того, чтобы снимать с меня депутатские полномочия. Это нигде, ни в каких законах, ни даже в Конституции, в основном законе, нигде не прописано. Абсолютно нигде. Отвечая на ваш вопрос, я бы хотел сказать, что вопрос о отзыве вас как депутата решала не кучка людей, а специально, да, небольшое количество людей, а специально создан для этого съезд. И процедура голосования по этому вопросу прошла абсолютно в соответствии с регламентом. И единогласно было принято решение на съезде отозвать вас досрочно, прекратить ваши полномочия в качестве депутата. Поскольку у нас здесь возник вопрос о форме голосования, я бы хотел поставить на голосование саму форму голосования. Поэтому, уважаемые депутаты, кто за то, чтобы открыто проголосовать по этому вопросу, прошу голосовать. Кто за? Deputatın korpusu xsan waqdırsı dirgum qalası pers. Fildar bers qalasday tasuytu Dimitr Saribor gundırsı diye deputatın mandatay. Sayfestivagan atsit sessiye kustay. Слова, которые были произнесены Дмитрием Николаевичем о том, что парламент ничего не делает, ничего общего не имеет с действительностью. Вы, товарищи депутаты, уважаемые депутаты, приняли законы по количеству, которое еще ни один парламент не принимал. И теперь вы сами уже объективно думаете. Тот человек, который про вас говорит, что вы, грубо говоря, ни черта не делаете, и вы голосуете так, как вам совесть позволяет, или голосуем по совести, или голосуем действительно по закону и по тем требованиям, которые есть, человеческим, профессиональным требованиям, которые есть у каждого человека. Каждый имеет право голосовать так, как он считает нужным. В этом нет никакой, скажем так, никакой новизны. Но в то же самое время, если вы согласны с тем, что вы ничего не делаете, тогда те, которые считают так, они должны покинуть парламент. Точно так же, как сегодня покинул и сделал это Дмитрий Николаевич Тасоев. Parlamenti evdem sesi dikkagrabattı bu nifetki fitsak duve farsta tevdeste parlamenti serdar khadivek aftame dasinat maqaqqan adfadil parlamentun komiteti serdar vakantun binettem kandidatura ta bavdisen. Banısan kanın qavi me atı xəsləvat parlamenti serdar gasiti Piotr parlamentun partiten bakutta deputatun korpus serdigun ulefte atsavin ağume. Zahga bavdisen qav alkatı partiyen der xitsen kandidatura ta. Atı vakantun binettem ermester yaxi kandidatura bavdeste yu parti. Adamun parti Razmakota Xaribatı Sergiye. Deputatın korpus bavdistkund kandidatura fedela vaxtu Isusa qalası pers. Ertinci par deputata sesi kusti xaya dista duvenas deputatı. Udun iyumyaga esraziste Adamun parti ven Xaribatı Sergiye parlamenti serdar xadiveci ama edastinad maqaqqan fedel parlamentun komiteti serdar binatmas nisan kanin fedel. Депутатон корпуса Рохаска-Фандун Бафидар Гундерцит Уагавердай. Постановление парламента Республики Южная Осетия об избрании Харевова Сергея Владимировича заместителем ПЦ для парламента Республики Южная Осетия. В соответствии со статьей 63 Конституции, основной закон Республики Южная Осетия, парламент Республики Южная Осетия постановляет: первое, избрать Харевова Сергея Владимировича заместителем председателя парламента Республики Южная Осетия. Второе,
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Председатель парламента Петр Гассин. Кто за данное постановление, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Таковых нет. Второе постановление. Об избрании Харевова Сергея Владимировича председателем Комитета парламента Республики Южная Осетия по обороне и безопасности. В соответствии со статьей 25 Регламента парламента Республики Южная Осетия, парламент Республики Южная Осетия постановляет: первое, избрать депутата парламента Республики Южная Осетия Харевова Сергея Владимировича председателем Комитета по обороне и безопасности. Второе, настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Председатель парламента Петр Гассин. Кто за данное постановление, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался, таковых нет. Вот теперь давайте поаплодируем человеку. Սա միակ պոզիցիի թխայ դեպուտատոն կորպուսան բուզնեք զախտը խարիբատը սիրգի է մազարդաբո վարտոսա զարդախուտը կայնիկու բոցավձանու եմ այ։ Что бузник на фантазарен чидер терминес богат чидер термин хреска раскутовнен. На хидеги на фантазарен офта что обуне фитом я буровстом парламента Южинот кейси. Шамето же ушен хастамо ин знудер же на кондитором сидел кутует бойту и фесен бойту журен. Хорибов офта бокуто кайдерстове куто иристудове куто он иристудове жинот не он мистермастер ном Южинот хожинот Метротер авше хожнот не Южинот риме шорха авше и хотер ма венштер бузник журен ما نفسي سكيبنا في حدود الجامعة كراج فرصنا يما يرستونا ير خدام بخورد كيف وشسته أي ما يسنس اشتربوز نجن يخاطر ويفست خاربات السرگی پارلمانت سردار میخدیف جتخسن با تخستای بناد. دارتر ارکاستل سیسی بونفتگی نفارستاتم. بیوجت ما فیتون فدل پارلمانتون کامیده تو تیورستج سیسی ما وافدستا فونس فارستای و دونایی و ناسیون بانج فدل زاگون پروژه. فلدر کنن ناسیون بانج پایدا پاتsa خادون بیوجتن 2% بسته و دون بیوجت ما فیتسست 10%. Вы у бюджета фитунт федер парламентун комитета инициатива Бендурал. Инициатором данного законопроекта является комитет по бюджету и налогам. Согласовано это с высшим руководством нашей республики. И обосновано оно тем, что в Национальном банке Республики Южная Осетия был принят еще в 2008 году закон, согласно чему Национальный банк должен был отчислять в бюджет от своей прибыли в размере 50%. Значит, в 2013 году парламентом закона о Национальном банке Республики Южная Осетия были внесены изменения, согласно чему процент отчислений в государственный бюджет снизился от 50% до 20%. Данная норма мотивирована тем, что Национальный банк Республики Южная Осетия за указанный период не был в состоянии платить процент от прибыли. То есть практически 50% они были не в силах оплачивать. По итогам проверки, которая проводила счетная палата на тот период времени, с 9 по 11 год, было установлено, что бюджет недополучил около 30 миллионов. В течение последних 3 лет данная сумма, даже в последние 2 года данная сумма поступила в бюджет. Это благодаря руководству Национального банка, надо отметить. И по итогам последних 3 лет банк является у нас прибыльным. Радон Эрвелазун Лефлевердерцет Национ банджи Сардар Засети Феликсен. Закон мегеске Ацефендо Фидаргунцай парламентари тразидзинадай. Даргватир унафа Ацайдак дуаминефтесамаз падсахадун бюджет мабахаскай вензинеттел. Парламент Сардар Гасите Петр финансы министр Кустардаздаxta информацию фарасты велдайдар падсахадун телевинадын леквестместем. Ама өтсиу растежисе бердунема эндихт кусты гадме. Здесь у нас Георгий Генович присутствует, который сейчас одновременно является директором нашего национального телевидения. То есть директор национального нашего телевидения получает меньше, чем кто? Примерно на 2000 рублей значит, больше, чем владелец парламента. Ну, как такое может быть? И какой результат мы можем от них требовать? И, не знаю, я уже не говорю о его замах, я не говорю о главном редакторе, который шкурой своей, я не берусь этого слова, отвечает за то, что выйдет в эфир. И каждое слово может быть истолковано по-другому. Это тяжкий труд,
Поверьте мне, я знаю, что такое телевидение. Я знаю, что, знаете, сколько занимает создание одной работы эфира, 1 минуты выхода в эфир, 1 минуты. Это занимает полдня, и в нем задействовано в этой 1 минуте эфира от 4 до 12 человек. Потому что 1 минута, которую мы послушаем, ровно 1 минуту. Ну, нельзя так. Что-то надо придумать, Константин, так это просто даже не смешно. Դեպուտատոն կորպուսը դգայ բնաթուտ բիրանմած ֆորստատան Ֆորստա ավերդրցիտ ֆաֆլդարքանն ռայուն տարոխիցան գունդ ֆարաստը բարձ Խիսարմագուն սկոլատան պատսախած սուբսիդի խուզիցը ֆարաստա խիցանքան ու դոֆադել Əmə ընդար ֆորստատել Для себя я на комитете просто не уточнила этот вопрос, поскольку все-таки я ждала, что на сессии этот вопрос будет решен. Вопрос касается субсидирования частной школы, частных школ. Что в итоге происходит? Вот непонятно, вроде бы закон принят, закон о субсидиях, о которой идет речь сейчас уже на сегодняшний день, почему-то тогда у нас как бы применяется в одном случае, а в случае по другим организациям, когда выделяются субсидии, этот закон как бы обходится. Вот непонятно, то ли мы финансируем частные школы или частные школы, то ли мы их не финансируем. В чем проблема все-таки? Поясню, Жанна Герсановна, в чем проблема. Значит, в соответствии с нашим законом в этом году порядка 4 с лишним миллионов предусмотрено на субсидирование частных школ. Естественно, как и это субсидирование, порядок разработан, постановлением правительства утвержден предоставление этой субсидии. Что касается именно субсидирования частных школ, мы не получили пока заявки на выплату этой субсидии. Заявку мы должны получить от Министерства образования. И объяснение Министерства образования было такое, что гимназии полный пакет не представлен, в отличие от другой школы «Эрудит», которая также является и будет получать субсидии. Для меня, например, показателем эффективности работы той или иной организации является результат. Результаты. И у них великолепный результат на протяжении многих лет. Ему еще не побоюсь сказать, что это может быть единственное предприятие, назовем его предприятие, образовательное предприятие, учреждение, которое начало работать в богом забытые времена, это усилиями Валерия Хугулова было сделано, и работает до сих пор, выпускает учеников, которые зачастую без всяких лимитов поступают в высшие, наиболее элитные, престижные заведения, учебные заведения России. И вот это длится и никак не закончится. Когда цены рот тут что это? Ходят они ко мне, 10 у меня писем уже от них. Сколько это будет продолжаться? Ну, мы же проголосовали, есть или нет, отдайте. Դուամին ըֆտասամոզը բյուջետ մաբոխասկայի վնձինատան խոցակտա սարստա պարլամենտը պրոֆիլուն կամիտետը մաբոխատը դեպուտատոն կորպուս մացամայ սարայսույ Կոմիտետը ինֆորմացիա գասկա բյուջետուն օրաստոդմա բյուջետուն պրոցեսը ֆադլզոկում մաբոխասկայի վնձինատը նսանու պրեզիդենտը մախիցոդ ռեզերվուն ֆոնդու ավագացոյ ֆարաստացը մոզալտա խորզգուն ցածստը վդուն բոնսոնկանեն դեպուտատոն կորպուս բոխասկայի վնձինատը դա ռայստա իմյոգրազդինադայ Ունա ֆերոդուն տեմա պենսիոն ֆոնդը բյուջետ դուամին խսերտա սամոզան տասույտազա իմյոգ բարականանտ արձուրենի մաբոնսոնկուտա աբոնուն պենսիոն ֆոնդան կայզ բիրանմած խաշնտա Քստուատամա օրգանիզացիա իմյոգեցսումը դարնց ու բերցու ստայ 8 միլիոն սումը Ֆծաժը դար պենսիոն ֆոնդ կոմարայսանը մանկավակ զակատ կացտային բոնդովդստի եկոստը սիստեմը սնավականնել բոնսոնկուտա պլիտ Ալեքսանդր նավազագա adam ցարանբուտը պենսիոն ֆոնդ մասակոստ մստայֆիդնց ֆիտուն ամասն զարը բունտը բնդարչինա իկոկոստավıцы пенсионер тима իումամ խոզունա դիղկուն ցավենց У каждого человека, который работает, у него должна быть в вашем фонде базовая часть. Базовая часть, где вы еще правильно говорите, 6% ему еще бежит тех денег, которые он сверх, в смысле, это базовая часть зарабатывает. Но вы понимаете, что у каждого человека в Южной Осетии, причем тут Россия или Америка, я могу быть гражданином Америки, она мне может платить свою пенсию. Причем тут Америка? Я же здесь работаю, как вы правильно сказали. Россия почему нам не дает деньги? Потому что мы в российский фонд не отчисляем деньги. Почему нам пенсию не дают? Потому что мы туда не отчисляем, но мы уже вам отчисляем. А у вас должно быть в пенсионном фонде базовая моя часть, где я должен знать, что каждый год я к вам перечисляю. Когда мне исполнится 60 лет, я вот эту пенсию огромную, которая уже может быть огромная, я оттуда должен быть получать пенсию. А вы, когда мне исполнится 60 лет, вы меня выкинете на улицу. Знаете почему? И в России мне даст только лишь социальную пенсию. Почему? Потому что Россия мне скажет,
А ты кто такой? Ты мне ни копейку никогда не вернул. А потом я буду бегать и думать, а я же деньги, вот эти серьезные деньги, например, к вам вкладывал. Вы их куда девали? А вы мне тогда можете и сказать, а я их раздал беднякам. А может, я не хотел этим беднякам эти деньги отдавать. Вот этого вы до сих пор не смогли этого понять. Ացուկտակ սվզարն կուտադարվատին դիսկուսիտը։ Вы посмотрите, что происходит. Ни один пенсионер в Южной Осетии никогда не отдыхал бесплатно. Может, в советское время, но вот сейчас. Почему? Я задаю вопрос. Почему он должен платить за такие дорогостоящие лекарства, когда он приходит и считает в аптеке и ничего не может? Какой слой населения, вот у нас пенсионеры, пользуются определенными? Сказали, вот 37-й годы реабилитированные. Я кое-кого спрашивала, там тоже мизер какой-то за свет. Неужели мы, такое государство, нищие, что мы не можем помочь тем пенсионерам, которые в одиночестве разъебляют эту жизнь? Скоро нам поступит проект закона о пенсиях. Вот тогда давайте наговоримся, прочитав внимательно этот закон, и сделать так, чтобы было это на пользу Республики Южной Осетии и его жителям, которые получают пенсию. Очень детально обсуждался нашумевший налог на так называемый капремонт, да, который введен в Российской Федерации на капитальный ремонт подъездов. И было судебное определение Конституционного суда Российской Федерации, что, вероятно, те пенсионеры, которые не доживут до этого капремонта, они как бы смысл их вложений в вот этот капремонт не видят. То есть социально как бы это было не оправданно. Вот в этой связи, мне кажется, есть некое зеркальное отражение того, что они, вероятно, не доживут, а мы 100% понимаем, что вот это как бы нам не капнет. Вот в этой связи, мне кажется, что я еще раз возвращаюсь к тому, с чего начала. Вероятно, стоит рассмотреть разноуровневый подход к отчислениям, да, чтобы это было не у всех одинаково, потому что тот, кто работает, вероятно, получит это одно, а тот, кто точно его не получит, хотя бы, по крайней мере, налог у него должен быть поменьше, по крайней мере. Я обязательно за те источники дохода, которые бы мы обогащали бюджет, но вместе с тем нарушать права человека тоже не стоит. Parlamenton komiteti serdar Koçti Janna xatsakta sarsta pensiu fond kustanam akcent sverta abunug na pensiu fond razaldai sterda sumatachi дарведу федел. Бюджет пенсионного фонда на 2016 год по сравнению с 2015 годом по доходам увеличился на 78 миллионов или на 31%, по расходам на 50 миллионов. В результате превышения фактических расходов в размере 328 миллионов над расходами 327 миллионов образовался профицит бюджета в размере 1 400 000. Резерв бюджета пенсионного фонда на 01.01.17 года составляет 59 миллионов. Что еще хочется отметить? Значит, по состоянию на 01.07.2016 года мы попросили предоставить небольшую отчетность пенсионного фонда, и делали мы это также на первых 3 сессиях, я уже не помню, даже на 3-м заседании сессии 6-го созыва, и тогда обращали на это внимание. Задолженность организации по страховым взносам перед пенсионным фондом в общей сумме составляет 88 миллионов 328 тысяч 161 рубль. Это настораживает, уважаемые коллеги, на это надо обратить внимание. Обращаю ваше внимание, что также заключено около 5 соглашений о поэтапном погашении задолженности перед пенсионным фондом на сумму около 2 миллионов рублей и обеспечено возмещение на сегодняшний день в размере 5 миллионов. Всего на учете в пенсионном фонде составит 500 обществ с ограниченной ответственностью, уважаемые коллеги. Из них задолженность по страховым взносам значится за 142 организациями. Это получается у нас в пересчете на денежную массу 15 миллионов 412 тысяч рублей. Вот теперь выводы пусть каждый делает сам. Одну секундочку, я докончу свой доклад, пожалуйста. Дальше. Анатолий Ильич задал, надо у них отбирать их работу. Уважаемые коллеги,
По результатам работы нашего комитета, значит, нами был запрошены сведения о задолженности по страховым взносам перед пенсионным фондом по хозрасчетным организациям. Именно по хозрасчетным, я не обращаю внимания на государственные учреждения. И я не поленюсь, и я вас очень прошу внимания, хотя вы устали, но дослушать меня перечень некоторых организаций, и они должны быть, наверное, быть озвучены и оглашены для населения нашего, пусть, скажем так, знают своих героев. Народ должен знать своих героев. Таким вот, по разным причинам. Что касается, скажем так, может быть причин, которые все-таки, возможно сказать, что они уважительные, и тем не менее это есть задолженность, которая организация должна решать свои проблемы или же закрываться, одно из двух. Причем хочу обратить ваше внимание, что среди этого перечня есть организации, которые абсолютно прибыльные и до сих пор не платят, не делают отчисления. Это, значит, завод «Эмальпровод», пивоваренный завод 440 тысяч, гостиница «Ирстун» 219 тысяч, «Ирагропромсервис» 276 тысяч, ГУП «Алан» 508 тысяч, ГУП «Югомедпрепараты» 311 тысяч. Вот я не понимаю, как вот эта организация, будучи прибыльной, может не платить и не отчислять в пенсионный фонд отчисления. Почему Каким не образом? занимаются соответствующие органы? У меня тоже вопрос, почему этим не занимается? 14 миллионов. Он крайне Да, банкротный. и Мальпровод неприбыльный, Инал Дмитриевич, и вместе с тем тогда правительство должно выходить из ситуации. ООО «Кавказ» 68 тысяч. Далее, ГУП «Дорекспострой», уважаемые коллеги, 958 тысяч. Как? Каким образом? Старые и новые долго остаются долго. Какая разница? Тем более старые долги. ГУП «Почтовно-телеграфная служба» 522 тысячи. ГУП «Электросвязь» 144 тысячи. ГУП «Энергоресурс» 2890. Это при том, когда мы ни один раз еще не отказали им в субсидиях. Далее, УКС, ГУП УКС 219 тысяч. ООО «Регион» 788 тысяч. А остальные организации, они уже как бы меньше 100 тысяч. У них задолженность, их сейчас перечислять смысла нету. Управление по восстановлению объектами жилого фонда 144 тысячи. Россия сегодня 742 тысячи. Дальше у нас, оказывается, есть организация «Союз стройпроект» 3 миллиона 932 тысячи. Багиатский наливочный завод 1 244 тысячи. Ленингорский ЖКХ 253 тысячи. И Тиногарское управление ГУП, вернее УЖКХ 35 тысяч рублей. Таким образом, значит, в общей сложности получается 88 миллионов 328 тысяч. Это ли не доходная часть нашего бюджета, коллеги? Вот где нам надо искать источники финансирования. Далее, в примечании пенсионный фонд нам как бы рекомендует, что задолженность по платежам перед пенсионным фондом по состоянию на 01.01.2013 года подлежит списанию. Категорически против этого я выступаю как депутат парламента. Нет, мы не должны списывать эти задолженности. Это доходная часть бюджета, это деньги нашего населения. Они должны быть возвращены в пенсионный фонд. А если есть причины, по которым эти задолженности не могут быть списаны, или те физические или юридические лица, которым мы делаем такую уступку, мы должны поименно их назвать. И героев наших во времени мы должны
знать все, наш народ, потому что это народные деньги. Причем здесь в перечне я указала те строительные организации, которые занимались подрядными работами. Эти подрядные организации освобождены от налогов, от всех видов налогов, кроме подоходного. И плюс к тем льготам, которые им сделала Республика Южная Осетия и Российская Федерация, они еще и не хотят платить пенсионный фонд отчисления. Таким образом, картину я вам представила. Что касается работы пенсионного фонда, да, они обращаются, они в письменном виде несколько раз уже и в счетную палату обратились, и тем не менее результата пока нету. И по отчетам получается то, что получается. То есть на сегодняшний день пенсионный фонд недополучил по этим причинам, по причинам данных организаций 88 миллионов рублей. Фарста истерце диюмия қаластай. Парламенты Сардар Гасиды Пётр Банысан кутазага. Ахам эргомем активун дискуссита дзура гасты парламентариты цаттадзинадыл хицан фарста тфадыл. С каждым днем наша работа будет становиться все публичнее и публичнее, включая, что, может быть, мы дойдем до того, что у нас будут прямые эфиры зала заседаний. Все-таки, чтобы у людей было полное представление, чем здесь в парламенте мы все занимаемся, за что мы получаем зарплату, служебные автомобили, командировочные и все прочее, прочее. Это будет максимально прозрачно сделано. Скорее всего, с 1 января 2018 года, когда придем на полностью профессиональную основу. Сессии Карун валам хас фарстай хузе нахас барра курта дамун партий ванг Плит Александр. Уи депутатун корпусы хустар dazdaqta рәҗи дякун тамираны мабарлыга канагурган тахсанцинах маварцаверсе дуйфадыл. Бахатыт парламенты профилун комитет мәтсәмәй равзаруй аци фарста миткоттакты орган тахаядистай. Серьезное резонансное, так сказать, событие произошло в республике. Был, так сказать, избит депутат парламента, неважно от какой партии, это самое главное, от народной партии, но от депутат парламента. И на самом деле никакой реакции не произошло. Информация о том, что как это произошло и что произошло на самом деле, все как-то его закрыли, замолчали. Народная партия, да, на самом деле дождалась сессии, чтобы мы вместе так, это обсудили его. У меня есть такое предложение. Хочу в протокол занести, чтобы профильному комитету поручить, пригласить министра внутренних дел, чтобы он конкретно разъяснил ситуацию, потому что очень много нюансов. Уважаемые коллеги, мы, друзья мои, мы не для того создавали государство, чтобы не только депутат, а простой человек, любой простой человек должен быть застрахован от того, что произошло со мной, уважаемые коллеги. То, что я не предпринял соответствующих законом предусмотренных мер, направленных на наказание лиц, причастных к тому, что произошло. Для этого тоже были определенные причины. Сейчас я об этом тоже говорить не буду, но скажу так коротко. Если 2-3 молодых человека из-за меня бы сели в тюрьму, потеряли работу, то в принципе, да, система бы не поменялась. Вопрос в том, что произошло. Да, этот предмет является предметом. Хотелось бы, конечно, забыть и про это тоже, да, но в любом случае, те люди, которые выходят на пост, да, мы должны прекрасно понимать, они должны знать сферу своих полномочий. Ацуқотаджи Фадл Сақудета Банысан Кутыхицан депутата Вецинемацы парламенты Сардар. Тут абсолютно не важно, какой депутат это был от какой партии, какое мое личное к нему отношение. Имело место безобразие, нарушение закона. Поэтому я еще тогда, в тот же самый день, прекрасно помните, когда все это случилось, сказал, что реакция будет. И вы тоже не дайте мне соврать, я ждал вас до сих пор, когда вы об этом заявите. Кроме того, я бы хотел сказать, что это становится какой-то уже неприятной традицией, потому что имело место нападение еще на другого депутата, уже от партии «Единая Осетия».
Этот вопрос тоже сейчас разбирается в правоохранительных органах, но в любом случае реакция наша должна быть, и она будет. Потому что никому не позволительно трогать депутатов. Никому. Почему я именно реагирую сейчас? Потому что вторая ситуация, о которой говорите, депутат Бекоев присутствует. Здесь реакция профильного комитета была незамедлительной. Я думаю, что Геннадий Борисович это подтвердит. Мы общались с генеральным прокурором, и неоднократно моя фраза была именно, что если есть вопросы к депутату, то, пожалуйста, в установленном порядке на имя председателя парламента и так далее. Здесь было само мнение депутата, и мы как бы среагировали сообща. Что касается в первой истории, тут вот немножко есть место вот такой разобщенности, наверное, действий, не позиций. Позиция у нас у всех одна. Да, а так не обязательно, если есть на это общее понимание, то, конечно же, мы будем реагировать, как это делаем и в других ситуациях. Վաղսրաստաճի պարլամենտարը զդաղցան ացը ֆարստոյ ֆադալույն աֆվեմը։ Ուլ նալավարդ կարում մա բոխացը զաղանուն խարզի զարը մա իննես աբատմ։